Я хулиганка. И такое еще, все-таки, наверное, такое вот детское в нас остается. Ну, в людях талантливых остается детскость до самого конца. Посмотрите на того же Романа Виксюка. Ну, ребенок, конечно, и все. Я хочу сказать, что если бы мы не были детьми, мы бы не могли удивляться. Раз мы не могли бы удивляться, значит, мы не могли бы открывать для себя все новые и новые грани нашего мира, в котором мы живем. А если мы ничего не открываем, то мы бы не были уже интересны публике своей. Есть артисты, про которых говорят «талант от Бога». Народная артистка СССР Елена Образцова из этой счастливой когорты избранных. Господь одарил ее удивительной красоты голосом, невероятнейшей харизмой и магнетизмом. И когда мы произносим слово «опера», имя Образцовой обязательно рядом. В ее жизни немало ярких, знаменательных событий. Победа на 4 престижных конкурсах. Большой театр, Ла Скала, Метрополитен-опера. Она покорила все оперные вершины планеты и стала первой российской певицей со времен Шаляпина, которая на равных выступала с лучшими оперными артистами мира. Пела с Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Ренатой Скотто, Хосе Каррерасом и Монсеррат Кабалье. Свои образы создавала вместе с выдающимися дирижерами и режиссерами 20-го столетия. Клаудио Аббадо и Гербертом фон Караяном, Борисом Покровским и Франко Дзеффирелли. Ее героини давно уже частица самой Елены Васильевны. Кармен, Сантуццо, Амнерис, Эмили. Марина Мнишек, Марфа, Любаша, Графиня. Они все такие же сильные, гордые, прекрасные и непредсказуемые. Так что свой талант Господу Богу Елена Образцова отработала, что называется, с лихвой. Я ненавижу режиссеров, которые заставляют меня что-то делать, которые пытаются меня заставить что-то делать, как они хотят. Для меня таких не существует режиссеров. Я должна быть свободна. И вот я люблю 2 режиссеров, которые мне дали свободу в жизни. Это был Виктюк, и это был Франко Дзеффирелли, с которым я очень много работала, которого я обожаю совершенно. Это человек, который много-много говорит, много рассказывает обо всем. Ну, вот он для меня специально поставил в Венской опере «Кармен». И он все время говорил, а потом я сказала: мне уже надоело слушать, что ты говоришь. Скажи мне одним словом, ну какая она, ты можешь или нет? Он взял меня и кусил вот сюда. И потом у меня синяк был уже целый месяц. И я поняла, что это черная пантера такая должна быть, которой ее все хотят и все боятся. И она вольна, она делает все, что хочет. И сразу родился образ после этого укуса Дзеффирелли.
когда я пою «Кармен», для меня очень важно, какой партнер, потому что у меня были даже такие случаи, когда я Хозе не любила и очень любила Эскамилью. Такой был очень хороший парень, ну замечательный просто, такой Ален Ванзо, француз, хорошенький очень. Но вот он что-то, когда до меня дотрагивался, мне было что-то так противно. И он меня так трогал, что-то все время за живот. Но, наверное, потому что был маленький, выше не достать. И когда он меня трогал за живот, я чувствовала, что я умру, больше не могу. И я по-настоящему пела вот этот разрыв с Хозе, и я его ненавидела, и любила тогда Эскамилью. А когда я пела очень много спектаклей с Доминго, я очень его любила, и у нас один спектакль был, когда я любила его до самого конца. Это было не Мериме и не Бизе, а это был наш спектакль, потому что мы не договаривались ни о чем. И когда он меня спрашивает, ты его любишь, имея в виду Эскамилью, я повернулась и сказала, люблю, обожаю. И я спела это Доминго. И он это понял. И мы подхватили эту историю. И до самого конца я любила, я боролась за него. И я шла на смерть, я провоцировала смерть, чтобы он убил меня, потому что мне хотелось, чтобы он стал настоящим мужчиной в понятии «Кармен». Он должен быть бандит, убийца, ничего не бояться. И я провоцировала эту смерть, и я до конца боролась за него. И когда, наконец, я получила наваху в живот, я падала, я так скользила по всему телу моего Хозе любимого, и он понял, и тогда я была очень худенькая, еще можно было меня поднять на руки, он поднял меня на руки вот так, и сказал, арестуйте меня, пред вами ее убийца, о Кармен, ты моя теперь навеки. Вот это был спектакль такой триумфальный у нас, потому что люди не были приготовлены к такому финалу, такой безумной любви двух существ совершенно несоединимых. Елена Образцова на сцене всегда не только певица, но и актриса. И все же вряд ли она предполагала, что когда-нибудь выйдет именно на драматическую сцену. А случилось это в нелегкие для нее времена, когда неожиданно умер муж, Альгис Журайтис. Кстати, известный дирижер, народный артист Советского Союза. И надо было хоть как-то отвлечься и выйти из жуткой депрессии. Однажды, увидев спектакль Романа Виктюка «Соломея», она спросила, нет ли у него какой-нибудь роли для нее. Через 2 месяца Елена Васильевна уже читала пьесу итальянского драматурга Рената Майнарди «Антонио фон Эльба». Историю большой и трагической любви, которая заставляет пожилую женщину вновь почувствовать себя молодой. Роль стареющей оперной дивы, влюбляющейся в своего юного ученика, была для нее. Имя и фамилия? Амалия Морено Безегини. Я была звездой. Меня узнавали в Америке и даже в России. Когда я выхожу на сцену, то я на сцене живу. Это идет моя жизнь.
И я не играю, я не придумываю, что я буду делать. И каждый спектакль, он совершенно отличается от предыдущего, и следующий будет совсем другой. Все. Нет. Ничего? Тихо. Ой, бабочка, ой, боюсь. Ой. Я живу в тот момент, который мне предлагает вот мое время, мой спектакль. И поэтому я не ищу в нем партнера в Диме, а я ищу человека, которого я люблю и который любит меня. И мы не знаем, чем это дело кончится. Я боюсь его потерять, он боится потерять меня. Вот это самое главное, чем движет все действие, что движет это действие на сцене. Ну какой ты дурачок! Стоит мне надеть парик или шляпку, и ты уже ничего не соображаешь. Тебе надо было изуродовать мне лицо, облить его серной кислотой, а еще лучше вонзить мне в сердце нож. И тогда кончился бы раз и навсегда этот бесконечный фарс. Антонио. Было сначала очень трудно, потому что я драматический спектакль никогда не играла. Несмотря на то, что я, конечно, каждый вечер почти за 43 года выхожу на сцену в опере. Очень сложно было, потому что, во-первых, я очень плохо запоминаю слова. Для меня было выучить это просто мука какая-то адская. И писала бумажки, наклеивала по всем мизансценам, все подглядывала, первые спектакли, потом мне все подсказывали, и актеры, и все. А потом была очень смешная одна постановка, один спектакль у нас, когда на лестнице на этой Димка меня поцеловал. Ну так поцеловал, что я забыла все слова. Ну не помню ничего, как отрубила. Я стою на лестнице и в зал говорю, я говорю, что ты наделал? Я не знаю, что дальше говорить. Он говорит, по-моему, ты должна была сказать. И публика сначала решила, что это по ходу действия, а потом только через некоторое время поняли, что я все забыла. И до самого конца он все время за меня что-то говорил, я только говорила да и нет, и вообще какие-то мычала что-то. Вот такие тоже были смешные истории. Рождалась трудно эта сцена, так, мизансцены, очень сложно. Потом для меня, для самой было так очень неловко, потому что такая на возрасте такая тетка и должна охмурить этого молодого мальчика. Как-то думаю, наверное, это что-то нехорошее. И мне надо было быть такой чистой в своей любви, чтобы люди мне поверили, что это любовь, что это не какая-то там похоть или какая-то секс какой-то или что, а что это любовь. И вот этой чистоты такой очень долго мы добивались, чтобы это было, чтобы люди поверили в возможность такой любви. Ваш текст. Ваш текст. Ваш текст. Елена Васильевна. Приехали, да? Позор-то какой, господи. Сидит и молчит. Леночка, взяли оперную в театр. Ну, хватит курить. Позор ты какой. Вот дурачье. Дурачье. С ними можно получить инфаркт. Антракт! Вы знаете, я очень ему благодарна, потому что я не ощутила очень большой разницы между моей оперой и между драматическим спектаклем, потому что он весь спектакль идет под музыку, под мое пение. Поэтому я все время ощущала, что это я на сцене, и вроде как это вроде как опера какая-то. И потом он предложил мне спеть арию.
вот эту Адриана Лекуврер. А потом, в конце я придумала эту последнюю песню, потому что он хотел сделать что-то другое. Я уже теперь не помню, что, потому что это было 6 лет назад. И потом я сказала, знаешь, я говорю, вот мне бы хотелось спеть вот эту песню, которая говорит о том, что я больше тебя не люблю, и что не давай мне твои руки, потому что я больше тебя не люблю, расскажи мне о твоих всех возлюбленных, потому что я тебя не люблю, и не давай мне платок, потому что он так пахнет духами, которые я до сих пор еще люблю. И вот такой трагический финал получился очень здорово. И именно благодаря этой песне вот тоже так осенил Господь. А что это за музыка? Это Курт Вайл. Это такие немецкие зонги. Между прочим, он виноват в том, что я спел эти зонги, и они у меня очень хорошо получились, потому что не все сразу получается. Они у меня получились, такие настоящие зонги немецкие. Я спела с театром Болоньи, с итальянцами, спела новую для меня оперу «Дочь полка» Доницетти. Эта опера шла на французском языке. Мы поехали в Токио на гастроли. И я пела там такую маркизу. Очень комедийная партия, очень смешная. И 2 спектакля мы все дрожали, тряслись, потому что, значит, надо было так играть, чтобы японцы все поняли по-французски, о чем речь. Надо было очень так сыграть ярко. А потом нужно было... А в 3-м спектакле мы уже все хулиганили, импровизировали, и мы говорили и по-немецки, и по-английски, и по-французски, и я говорила целую тираду по-японски, потому что я уже много лет живу в Японии, уже 43 года, я 3 месяца в году живу в Японии, в Токио, и веду уроки на японском языке. И когда я преподавала моей дочке, так называемой дочь полка, на сцене преподаю ей урок пения, то я весь урок провела по-японски. Японцы сошли с ума от счастья. Но тоже такие эксперименты. Но еще из экспериментов, конечно, было то, что я спела... Графиня? Нет, ну, графиня, конечно, это начало моих экспериментов, потому что я 80-летнюю графиню спела, когда мне было 25 лет. В 25 лет я вышла на сцену в сцене графини, да. Мне было очень страшно, но мамочка моя меня не узнала и сказала, говорит, когда вышла эта бабка, я, говорит, подумала, ну все, ты испугалась и не вышла на сцену. Только узнала, когда я запела. У нас очень часто бывают такие нежданчики с Доминго. Он очень тонкий актер, очень тонкий человек, и он сразу ощущает меня, вот, чтобы я придумала или он что-то придумал, мы так друг к другу очень подходим. И когда я пою песенку «Гре-3»,
я вспоминаю свои Версаль, я танцую, я пою про своих любовников. И когда пришел Герман в этот момент, это было в Лос-Анджелесе, я не узнала, что это Герман, я не подумала об этом. Я подумала, что это очередной мой возлюбленный пришел ко мне, и я к нему протянула руки, не боясь его, и он меня пригласил танцевать, и я танцевала, он мне все время пел, чтобы я рассказала ему три карты, что он хочет узнать секрет 3 карт. И только в тот момент, когда он сказал: «Вы стары, жить недолго вам», я пришла в себя. И я поняла, что это тот третий, который придет узнать, и от которого я должна умереть. И когда он сажает меня в кресло, я, конечно, не приходя в себя, еще будучи в Версале, я умираю от сердечного приступа. А Доминго не понял, что я умерла, и он берет меня опять за руки и танцует со мной с мертвой. И мое тело становится тяжелым, я сползаю вниз на пол. И он понимает, что он танцует с мертвым телом. Он бросает меня на пол и кричит: «Она мертва, а тайна не узнал я, она мертва, а тайна не узнал». Это было просто сумасшедший спектакль, это было просто какое-то откровение. Вот тоже такие вещи, которые режиссеры нам не подсказали, мы сами. Она умеет ломать стереотипы, может сама поставить оперу, перевоплотиться на сцене в мужчину, спеть большой концерт оперетты или камерной музыки, попробовать себя, например, в джазе. Она это уже сделала на 3 вместе с пианистом Денисом Мацуевым и саксофонистом Игорем Бутманом. А не так давно легенда оперной сцены предстала перед зрителями еще в одном амплуа – в роли ведущей на фестивале «Новая волна» в Юрмале на пару с известным рэпером Тимати. Елена Васильевна с татуировкой на руке читала рэп, а отвязный молодой поп-идол при фраке и бабочке цитировал Пушкина. Те, кто видел, говорят, было гармонично, смешно и достойно. Не зря говорят: талантливый человек талантлив во всем. Елена Образцова не исключение. Очень хорошая была постановка в Вашингтоне, «Летучая мышь». И очень смешно было, потому что я играла этого графа Орловского. Мне дали 3 громадных пса, у меня были борзые, 3 собаки борзые, у меня сигара здесь. И еще пришлось на английском языке, это было так, как это было в Вашингтоне. Я пела на английском языке, я боялась, умирала от страха. Эти собаки все шли в разные стороны почему-то от меня не слушались. И потом, это мой выход был такой. А потом очень была смешная сцена, когда Доминго пел, он был как гость моего бала у Орловского, и он сказал: «Есть ли в зале кто-то из дипломатического корпуса?» Ну, там же такие люди очень коммуникабельные. И там кто-то поднял руки и сказал: «Я прошу вас, пройдите, мы вас ждем на сцене. Граф Орловский вас приглашает на бал». И они все пришли из зала, мы их рассадили по сцене, и они все сидели, слушали этот концерт у графа Орловского. То, чем всю жизнь занимается Елена Образцова, сама она называет сладкой каторгой. Без отдыха она может жить, а вот без работы, без театра отнюдь. У нее свои секреты счастья. Верить в Бога, отдавать свою энергию людям и подпитываться от них, подключаться к космосу и замечать красоту в окружающей природе. А еще обязательно в жизни должна быть любовь. Я очень многое поняла из того, чего раньше не разрешала себе понимать. Время все ставит на свои места. И все, что тебе на роду написано, все остается с тобой до самой смерти. Я свела с ума очень многих мужчин. Ну, как Кармен. Во мне так много всего, я столько пережила, и радости, и страданий, и мучений, и горе, и любви, и разочарований, и потерь. Я очень много знаю
кроме того, что я много прожила. И меня так распирает, что я должна это отдать. И слава Богу, что Господь дал мне голос, через который я должна это сделать. Потому что если человек, который вот так чувствует, столько чувств, сколько я чувствую, и у него нет выхода, ну это можно просто лопнуть и все.